Угроза распространения коронавирусной инфекции до сих пор не отступила. В Ингушетии с начала осени число вновь выявленных случаев заражения начало расти. Сотрудники Роспотребнадзора и медики призывают граждан быть осторожными и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Ну а работники общепита, салонов красоты и магазинов обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты, обрабатывать помещения и все поверхности. Сотрудники в погонах, как и прежде, продолжают проверку всех объектов оказания услуг. Сегодня по плану магазины Малгобека. Требования все те же, что и в начале пандемии. Д-средства, биос имеется, Д-средства, антисептики для обработки рук. Покупателей этого магазина с самого порога встречает памятка о профилактике ковида, а сразу после и Д-средства. Все поверхности обрабатываются хлоросодержащими растворами каждые 2 часа, заявляет администратор. В помещении работает и циркулярная лампа для обеззараживания воздуха, а униформа работников еще с марта месяца дополнилась защитными масками и перчатками. Для себя же это нужно, не то, что для окружающих. Мы очень ответственно к этому относимся, очень ответственно. Потому что, как говорится, это же непростая ситуация. По всему магазину также есть разметка, которая призывает соблюдать социальную дистанцию посетителей. А вот в следующем продуктовом магазине с этой целью установили даже турникет. Здесь работники тоже вооружены средствами защиты и антисептиками. Каждые 2 часа должна проводиться дезинфекция всех поверхностей, перил в том числе. Средства индивидуальной защиты продавцам выдают каждый день. Их в запасе должно быть и на 5 дней вперед, напоминают проверяющие. А утро всех работников начинается с измерения температуры. В каждом магазине наравне с Д-средствами должен быть и бесконтактный термометр. Сегодня мерили вот он, наш журнал. Вот наши работники, которые работают в зале. Вот всем мы температуру меряем. Вот директор магазина, начиная с нее. В следующем магазине зафиксированные показатели градусника не превышают цифру 36,6. Здесь также предприниматели и его работники соблюдают требования Роспотребнадзора с начала пандемии. И средства защиты в работе используют охотно. Они сами стараются соблюдать. Боятся, что заразятся. А с начала пандемии кто-то переболел у вас? Нет. И работники не Пока увольнялись? Нет. Однако не все объекты обслуживания отличились такой ответственностью за безопасность граждан. Представители Роспотребнадзора проверяют и салоны красоты города. Так, в одном из них нет не только напоминаний для посетителей. Здесь отсутствуют Д-средства, разметки, а работники не соблюдают масочный режим. В общем, о красоте клиентов заботятся, но не о здоровье. Будет составлен административный материал соответствующий именно на предпринимателя. Будет приглашен на рассмотрение за несоблюдение санитарно-эпидемических правил. В следующем салоне красоты, за исключением средств защиты у работника, такая же картина. Здесь не обнаружили ни уголок потребителя, журнала текущей уборки, Д-средств для посетителей и температуру не мерят, признается мастер маникюра. Такие же меры безопасности необходимо соблюдать и в местах общепита. Официанты должны обслуживать посетителей строго в масках и перчатках. На кассе соблюдать социальную дистанцию. Все столы и стулья обрабатывать специальными средствами. Если в одном кафе все эти требования соблюдаются, то в этом заведений их игнорируют. А работники после просьбы показать, чем обрабатывается помещение и поверхности, заявили, что все закончилось, должны приобрести. Со средствами индивидуальной защиты такая же история. Их надели после нашего визита. Есть требования, где работники обязаны быть. Мы не успели, мы уборкой занимались. Расстояние, это должны быть разметки 1,5 метра. Это к хозяева приедут тогда. Предприниматели, пренебрегая санитарными мерами, не осознают, что их заведение становится причиной распространения вируса. Ведь именно в общественных местах риск заражения людей особенно велик. Сами жители Малгобека такие требования надзорных органов к работникам объектов услуг только приветствуют. Потому что есть старшие люди, которые защищают, они быстро болеют. Или может человек болеет. Все пренебрежения требованиями закона сотрудники зафиксировали. Действовать будут в рамках постановления об административных нарушениях. Ранее на территории Малгобека и Малгобекского района по таким же причинам закрыли 6 объектов сферы обслуживания. По итогам выявления этих нарушений мы составляем административные материалы, предусмотренные частью 2 статьи 6.3, где на граждан эта статья, она подведомственна к рассмотрению у суда.
мы направляем административный материал. На граждан идет штраф от 15 до 40 тысяч рублей, на предпринимателей от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Сотрудники Роспотребнадзора и дальше продолжат рейдовые мероприятия. Статистика заболевания на территории Малгобека и Малгобекского района тоже растет. Ковидные больные поступают в районную больницу каждый день, а в легкой форме в режиме самоизоляции. На сегодняшний день лечится более 100 малгобекчан. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24.